çiverin koruduk, arıcan kir hallanı koruduk, kenürülek kımız koruduk, kenül sana kımını koruduk, jolak saha kırgıt dara. Setten imanı bilir arttelax Уталин, агсхона салбах бахур алгыста харатыгы батыгын Расана бун алохтун, агасана бун толорун Күнне жылга сөптү бехен алохтун аластун Сегодня 25 июня 2022 год, и мы в местности Юсхатын. В переводе на русский обозначает «Три березы». Здесь ежегодно народ Саха празднует свой якутский летний Новый год. А также с девочками расскажем о многом самом интересном, самом удивительном. Они расскажут, что такое канавязь, для чего алгыз и вообще зачем сюда приходит столько много народу. Сватовство, да. С разных халасов съезжались, тайоны полностью, они вот делали соревнования спортивные и так далее, и кормили все население, всех рядом стоящих на снегу, мужчины, женщины, они вот сватались друг с другом, присматривались, после этого свадьбы играли. Да. Üyehetten de tutunluğa billibet, Allarattan силлихе биллибет, Ағыз салалах, ал кудукмастах, бол бутабит. Говорится в сказании, что есть восьмиветвистое дерево. По мировоззрению народа Саха это дерево соединяет все три мира, нижними, срединными и верхними. Канавязь в переводе с якутского означает «серге». Это малоархитектурная форма из дерева, которая делает формы ручной работы и для того, чтобы привязывать лошадей. Лошадь для якутов обозначает очень ценным животным, символ зимы, еды и считается священным у народа Саха. Наше национальное платье, якутский халадай, прикрывает все части тела. Оно в традиционном исполнении длинное, с длинными рукавами, может быть здесь приталенным. Этот традиционный якутский халадай мы, якутские девушки, носим с серебряными украшениями. У этих серебряных украшений есть очень большое сакральное значение. Серебряные украшения мы носим и на голове, и на ушах, а сегодня у меня такой большой серебряный илинка бихер. Почему серебро? Потому что наши предки ценили больше серебро, чем золото. Золото, медь, латунь, они не имели такой ценности именно как серебро. К сожалению, я вначале не смогла встретиться с девочками, потому что у меня стоит задача, это по работе, я здесь работаю на пресс, вот, поэтому у нас прямо с утра была суета огромная. Мы с 5 часов уже нас забрали на машину и привезли на Юсхатын. И так без сна, без отдыха мы здесь работаем. Сейчас открытие Сехатуймат, это торжественное открытие, поэтому сейчас люди вот подтягиваются, идут на центральный вход. Вот, так что там девочки у нас уже ждут, можно уже пройти туда. Итак, мы с вами пришли на церемонию открытия главного священного национального праздника народа Саха. Также у нас будет концертное представление на основе эпоса Аланхо, как мы жили раньше. Қаллан қонюн сабан қою
На Исехе проводится самый большой алгыс. Здесь мы получаем благословение и связь в тот момент, когда высшие божества самые близки к нам, и они могут нас услышать. Благословение поется, читается, говорится магическими словами, специальным обрядовым алгыстиком. Асохи – это древний танец поклонения солнцу. Говорят, что участие в нем благоволит удачу и благосостояние на весь следующий год. Интересный факт, в 2012 году более 15 тысяч человек станцевали массовые асохи и попали в книгу рекордов Гиннесса. То концепция, она уникальная. Это, наверное, единственный проект, где делаются подачи и ритуалы богам. То есть для меня опыт съемки документального кино, фильма, сериала, да, это первый, и очень интересно посмотреть этот результат. Я вошла в проект одним человеком и выхожу вообще другим. Совсем другие мысли, другое состояние. Нашла новые грани себя, да, научилась быть с камерой в том числе. Но для меня это было не так просто на самом деле. Я как будто бы прожила прям еще одну отдельную жизнь, не то, что уже записано в реалити, но уже некоторые штуки уже не актуальны, да. Они меня напомнили чем-то таким живым. У меня нет теперь ощущения, что меня уже ничто не может в этой жизни удивить. Я пришла в этом проекте разведенная, деловая, злая, там, готовая порвать там, бывшего супруга и так далее. А сейчас я в окончании готова, все отпускаю, очень как бы в гармонии сейчас нахожусь. После съемок для меня открылись еще новые пути. Этот проект, он мне помог еще больше раскрыться, потому что мои силы, они как бы стали идти мне навстречу. Через каждую из девочек я что-то для себя находила. Благодаря этому проекту я духовно очень сильно получила нереальную подпитку от этих девочек. Такое состояние, что рождается что-то новое. Было ощущение рождения нового, и мне кажется, это будет иметь какое-то продолжение. Ну, в моем представлении он уже явно будет продолжаться. У меня даже был сон. Хочу сказать, что якутяне, якутяночки, вообще народ Саха и все, кто здесь живет, в таких условиях мы уникальные люди. Мы приспосабливаемся абсолютно в любые условия. У нас девочки, которые изучают тета-хилинги, энергообмены. В то же самое они чтят и уважают наши традиции, умные, красивые. Я думаю, что зритель просто влюбится в каждого, и каждый увидит себя в нас. Готовы? Раз, два, три!